ужасно смотреть украинское телевидение. Там одни спектакли. Арестуют человека прямо в созидании правительства. На камеру. Вечером прокурор говорит, нет, у нас против него доказательства. Пытаются отпускать. Пока я не разобрался, за что его арестовали и за что его отпускают, в следующий день утром опять нашли против него доказательства и арестовали на 2 месяца. Вы знаете, если мы ждали такую судебную реформу, то нам такая судебная реформа не нужна. Если та судебное положение, которое было тогда, служило той власти, то эта судебная система служит этой власти. И ничего не менялось, и ничего не меняется. Да и в суде ничего не должно меняться. Потому что мы постоянно говорим, одни олигархи ушли, пришли другие олигархи. А у олигархов есть свои инструменты для того, чтобы заставлять народ молчать. Это милиция, СБУ и судебная система. А то каким образом они могут нас заставлять молчать? Своими инструментами. Я тут никого не защищаю с этой стороны начальника чрезвычайного положения или эту сторону. Само случай, то, что произошло, просто для меня лично противное. И она более противная, что, к сожалению, несколько людей смотрят это и в восторге от такой правительства, что, видите, она борется с коррупцией. Бороться с коррупцией, с моей точки зрения, происходит. Сначала человека арестуют, предъявят ему обвинение, доказывают, что это действительно обвинение, она есть, переводят дело в суд, а потом сообщают людям, мы арестовали Иванова по такой статье, и сейчас мы его в суд передали. А у нас что происходит? Арестуют человека, сидит в тюрьме полгода, год, 1,5 года, 2 года, и суда нет. Вот если, то есть могут арестовать каждого из нас по любой обвинению. И не довести дело до суда. С моей точки, не доведя дело до суда, значит нет обвинения. Значит, арестован человек незаконно. Это по этому случаю. По второму случаю мы перейдем сегодня быстро. Мы постоянно говорили, и я еще раз повторяю это, мы здесь говорили, мы с вами с этим согласны. Что пока война идет на территории Украины, больше всего это выгодно властью и к тем, кто вокруг власти. И мы говорили тоже, как только война длится больше, как народ начинает соображать и начинает понимать, что происходит. Я к чему это? Второй спектакль. Как только война хоть чуть-чуть остановилась, начал Коломойский с президентом ругаться, начал Яценюк с СБУ с МВД ругаться, начали между собой ругаться, потому что уже общая тема для них немножко охлаждалась. А для того, чтобы они объединились сегодня, им нужна одна общая тема. На сегодня одна общая тема, которая их объединяет, это война. Это антироссийское высказывание. Это пугать людей в том, что Россия на нас нападает сегодня, завтра или послезавтра. Вот эти темы их объединяют. А то, что сегодня между президентом и Коломойским происходит, это опасно для страны. Это не просто так происходит между двумя человеками, которые ругаются за участок, за 2 метра, это мои или твои. Это ругаются, во-первых, 2 олигарха. Кстати, Коломойский вчера, по мнению журнала, 3-м в стране богатым, а Порошенко 10-й.
самых богатых людей Украины. И поэтому ему и обидно. Это два олигарха ругаются. Это говорит о том, что они что-то не делили в стране. Это два госслужащие спорят. Это президент и губернатор. И дай Бог, чтобы их конфликт не влиял на днепропетровских людей, которые там сидят. Не влияет на киевских, на киевлян, где Коломойский пугает своих военных туда тоже отправить. Поэтому на сегодняшний день мы должны это понимать. Что власть, как только успокоится в Украине, друг друга будут грести. Это неизбежно. Потому что делит уже остается меньше и меньше делит. И как только пирог станет меньше и меньше, то будут все нападать на него и пытаются кто-то остатки забрать себе. Я знаю, что мы это с вами это понимаем. Но мне очень хочется, что, конечно, не все граждане Украины, это будет слишком оптимист, но хотя бы большинство граждан Украины, чтобы это поняли. Нам очень хочется, чтобы это произошло в конце концов в Украине.